Добрый вечер. Телеканал АТР продолжает свой эфир. Это программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И прежде чем мы начнем, по традиции напомню про наш YouTube-канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. А если уже подписаны, делитесь нашими эфирами в соцсетях, чтобы наш эфир смогли увидеть как можно большее количество людей. Ну и по возможности поддержите нас на Patreon, потому что ваша поддержка для нас очень важна. И начну вот с первой новости. Бывший народный депутат из «Слуг народа» Алексей Ковалев открыто заявил о сотрудничестве с коллаборантами. Он сообщил, что был на встрече с первым заместителем главы администрации президента России и заверил, что теперь Россия якобы навсегда в Херсонской области. И якобы на этой встрече они обсуждали, как организовать поставки зерна, выращенного в Украине, в Россию и на продажу. Вот такие вот новости. А я представляю гостя, который подключился к нашему эфиру. Это Петр Черник, военный эксперт. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы меня слышите? Так, я вас чую. Слава Украине. Героям слава. Сегодня приходят достаточно такие сложные, противоречивые новости с фронта. Есть информация про Северодонецк от главы военной администрации, что нашим военным, скорее всего, придется отойти на укрепленные позиции. Он попросил не называть это отступлением. Мы по-прежнему контролируем часть города, но бои идут там очень серьезные. Появилась информация о том, что россияне установили устаревшие, правда, танки Т-62 в 30 километрах от Запорожья для того, чтобы создать там огневую точку. Мы слышим об успехах наших военных в Херсонской области. Вот можете охарактеризовать обстановку на фронте на сьогоднішній день? Так, звичайно, почнемо із Сєвєродонецька, який ви згадали. Направду, на мій погляд, я цілком підтримую тезу командування, що відхід із цього міста жодним чином не буде воєнною тактичною катастрофою для України. От жодним чином не буде. Сам факт того, що так довго тримаєте цей оперативний напрямок, давайте ми нагадаємо, що на початку так званої битви за Донбас росіяни декларували велику оперативну дугу, яка починається з Харкова, потім на Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одесу з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я. Цього не сталося в принципі і, на мій погляд, уже не станеться. Далі вони задекларували наступну дугу умовну, яка називається Ізюм-Вугледар. Цього теж не відбулося. І такий тривалий час наші воїни тримають лінію по Сєвєродонецьку. То це, направду, більше успіх, аніж поразка. Маємо не забувати, що наші, у першу чергу, людські ресурси не співмірні, а по бронетехніці Російська Федерація переважає в нас в рази, або навіть у порядки. Тобто запас цієї техніки в них направду величезний. І дійсно ми не маємо права по Сєвєродонецьку допустити те, що називається другий Маріуполь. І відхід із цих позицій, скажімо, на більш кращі стратегічні позиції у Лисичанську, вони там відчутно кращі, бо є природня перепона у вигляді річки, з тактичної точки зору є абсолютно коректно. Тепер повертаємося на південь. На мій погляд, це для нас набагато стратегічніший і важливіший регіон. Маю нагадати, що Херсонщина – це велика мережа доріг, каналів, мостів і тому подібне. І саме на Херсонщині знаходяться ті стратегічні об'єкти, які поки що під контролем Росії, маю на увазі постачання води в Крим. Як тільки вони будуть відбиті нашою стороною, це неминуче станеться. Інструментарій тиску на Російську Федерацію однозначно росте. Стосовно закопування старих танків Т-62. Це, направду, старий танк із дуже слабкою гарматою, всього-навсього 115 мм, на відміну від 125 мм сучасних, свідчить про те, що у них потуги для великих наступальних операцій вглиб України немає. Якщо противник окопується і готується до ешелонованої оборони, це є ознакою того, що на цю хвилину, правда, не треба не плутати, що може бути завтра, у них дійсного потенціалу для великих наступів немає. Так все виглядає. А вот если поподробнее ситуацию в Херсоне обрисовать, вот что сейчас там происходит?
Ну, давайте ми будемо дуже уважно підходити до того, що називається детальніше, тому що, повірте, ворог слідкує за кожним нашим словом, за кожною частинкою інформації, котра подається в офіційні ефіри, і тут важливо не нашкодити. Но есть официальные сообщения нашего Генштаба, мы можем основываться на них, а в открытых источниках. Основують, от виключно, якщо базуватися на основі наших генштабів, то у нас є успішні контрнаступальні дії. Наголошую, не плутати з контрнаступальними операціями. Дії – це виключно точкові напрями у певних невеличких відділеннях фронту. До великих контрнаступальних операцій у нас на цей час поки що потенціалу також немає. Ми вже проговорили те, що це війна кількості з якістю. І справжній потенціал на великі контрнаступальні операції в нас з'явиться тільки тоді, коли, наголошу, у достатній кількості у нас з'явиться важкої артилерії, її вже доволі багато. Відкриті джерела кажуть, що на сьогоднішній день це більше 100 одиниць ствольної артилерії, а це так, між іншим, 3 полки чи 3 бригади. І на підході по-справжньому серйозні механізми, такі як МЛРС-270, реактивні системи залпового вогню, «Хімарс» та інші. От коли ми їх отримаємо і зможемо робити те, що називається великі вогневі вали, от тільки тоді можна буде говорити про якісь об'єктивні контрнаступальні операції. На цю хвилину про це говорити не доводиться. Мы сейчас поподробнее поговорим о потенциале, о том, какое количество вооружения нам нужно и кто нам помогает и что дает. Еще бы хотелось понять тактику россиян. Много говорят о том, что после первых дней этого широкомасштабного вторжения, когда она шла там чуть ли не парадным маршем, то сейчас она изменила эту тактику. Ее там некоторые называют как тактика солями, отрезание кусочков по чуть-чуть. Да? Вот как вы можете охарактеризовать, как воюет сейчас враг и, собственно, как изменилось руководство, управление российской армией, и изучают ли они опыт первых дней, наш опыт? Как вы оцениваете их бої? Вони, звичайно, ваше запитання. Вони, звичайно, наш досвід вивчають, вони теж вчаться, хай у дуже специфічний спосіб. Чому кажу дуже специфічний спосіб? Бо і надалі головним аспектом російських військових на тактичному рівні і надалі залишається кількість. Хочу на цьому наголосити. Кількість. Якщо на початку війни вони рухалися велетенськими колонами вглиб України виключно по дорогах, бо тоді погода нам сприяла, довколишня місцевість була мокрою і важка техніка не могла нею пересуватися. І це був великий наш стратегічний плюс, бо ми невеликими групами з допомогою зброї, які надали наші союзники, в першу чергу Джавеліни та знамениті Енлави, ми направду наносили їм колосальні ураження, то зараз тактика дещо змінилася, вони можуть розгортатися у так звані піхотні ланцюги, і вони це роблять. А чому говорю, що в них вкрай специфічна логіка? Як ми вже всі знаємо про збірну Чорнобаївку, про це сказано вже дуже багато. У мене персонально, як військового експерта, за останні тижні народився власний аналітичний наратив, який я називаю збірний понтон. Все вкрай просто. Є в районі Сіверського Дінця, от саме там, у тому напрямку, де Сєвєродонецьк, вони наводили понтони по 5 разів на одному місці. Спалили за один день до 1,5 батальйону і втратили 73 одиниці техніки. Ну, це поза межами здорового глузду. Але так воно є. Чому приводжу цей аргумент і оцей приклад? Тому що він свідчить тільки про одне. Розгадати реальний стан мислення тактичного противника украй важко. Оцей збірний понтон – це щось, направду, унікальне, яке ще потребує осмислення. Тобто, до чого веду? Противник ще має, попри те, що переходить до ешелонованої оборони на Херсонському напрямку, противник ще має достатньо і людського, і технічного потенціалу для засипання нас своєю живою силою. Це реально, це може бути. І в якій точці вони сконцентруються, спрогнозувати неможливо.
Лінія фронту, я нагадаю, це більше 1000 кілометрів, це дуже багато. Є вкрай живим і рухомим організмом. Теперь вот о потенциале. Вот из сегодняшних новостей Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109, запчасти, боеприпасы и другое снаряжение к ним. Вот что значит эти 22 на фронте? 22 машини – це полк. Це повноцінний артилерійний полк. Це багато. Цими машинами можна знищувати одним залпом, скажімо, таку саму кількість техніки до полку включно. Тобто 2-3 залпи от оцих машин можуть вивести з ладу до 100 одиниць техніки. А так, між іншим, 100 одиниць техніки – це практично механізований чи танковий полк. І оцей потічок по ленд-лізу буде наростати з кожним днем все більше, більше і більше. І саме тут лежить наша перемога. Доки ми не осягнемо якісно перевагу над противником, поступу уперед не буде. Ще одна деталь, на яку би я хотів звернути увагу, це те, що, на мій погляд, на цю хвилину тактична ситуація зайшла у так звану зону відносної рівноваги. У них немає великого потенціалу для великих наступів, і в нас ще немає потенціалу для великих контрнаступів. Як довго це може тривати? Від декількох тижнів до декількох місяців. Війна набирає затяжний формат, і історія такі випадки знає. Це і Перша світова війна, окопні так звані війни. Зрештою, ближчий випадок до нас – Ірано-Іракська війна 80-х років, яка тривала 8 років. І там був період, що роками велися окопні бої. Это реальность. Если говорить о сроках, как вы говорите, недели, месяцы, в контексте ленд-лиза, вот некоторые эксперты называют, что срок о том, что массовые поставки вооружений начнутся в конце июня. Как вы оцениваете такие даты и что вы думаете? Поділяю цю точку зору. Давайте ми нагадаємо, що ось 15 червня оцінюється цей так званий Рамштайн-3, який є таким своєрідною політичною частиною ленд-лізу. Понад 40 країн світу домовилися і вирішили допомагати Україні у постачанні зброї та ресурсів. Думаю, що він кінцево кристалізується юридично, і по великому рахунку це є оформлена антипутінська і антиросійська коаліція, яка неминуче матиме коефіцієнт корисності. Думаю, саме 15 червня всі міністри оборони цих країн чітко визначать алгоритми і послідовність, хто, що, коли і скільки постачає. Більше того, маю нагадати, що вся зброя, яка до нас приходить, це насправді технологічна зброя, це дуже інтелектуальна зброя. І освоїти таку машину, як «Хімарс» чи М270, це не 1, не 2 і не 3 дні. Це може зайняти декілька тижнів, а в окремих випадках з роботою з особливими боєприпасами і декілька місяців. Ми це маємо тверезо усвідомлювати, що на все потрібен час. Однак, якщо зводити під спільний знаменник, то я підтримую точку зору, що вже по-справжньому великі потоки зброї поступлять в Україну кінець червня, початок липня. І можна висловити обережний оптимізм, наголошую, обережний оптимізм, що до кінця літа ситуація може кардинально змінитися на нашу користь. Мій персональний погляд, може десь навіть непопулярний, на осінь стихання цієї фази бойових дій, можливо навіть якісь перемир'я, і цього не треба боятися, місяць, 2, 3, півроку, рік, я не знаю, і в підсумку кінцева російсько-українська війна, котра умогилить московський імперіалізм. Не інакше. Інших сценаріїв нема і бути не може. А как вы себе это представляете? Что саме? Что российскому империализму настанет конец. Ну, в нашей победе никто не сомневается о том, что мы освободим нашу территорию. Но вот что останется с Россией? То есть она же останется, по большому счету. И угроза тоже. Погоджуюсь. На мій погляд, московський імперіалізм загине через 2 обставини. Вони десь приблизно рівноцінні. Через воєнну поразку в Україні, їхній воєнний потенціал тут понижується не те, що з кожним тижнем, а з кожним днем. Це правда.
Я думаю, всі слідкують за цифрами щоденними, котрі приводять наш Генеральний штаб стосовно їхніх втрат. Я би хотів нагадати, що по втраті живої сили з часів Другої світової війни нічого подібного в Російської Федерації не було. Ця афганська війна – це 15 тисяч особового складу, але маю нагадати, що воював весь Радянський Союз, а це на той час 250 мільйонів населення, і це насправді була велика, потужна мілітарна держава. Це перший момент, скажімо, по таких показниках, як танки, хоча їх насправді дуже багато всіх разом, тільки на консервації більше 13 тисяч, але ми вже наближаємося десь до відмітки 40% від тих танків, котрі в них є взагалі діючі робочі в строю, не на консервації. Відкриті джерела кажуть, що це поза 3300 одиниць. Ми вже відправили у Металобрухт майже 200 машин, ну ще немає, 170 там з невеличким хвостиком гелікоптерів, а такі знамениті їхні К-52 ми палимо як сірники навіть з допомогою протитанкових засобів. Є це підтверджено. До чого я це веду? Сукупний воєнний потенціал Росії падає. Міф про Другу армію світу розвіяний як явище. У них насправді лишився тільки великий ядерний жупел. Все. Більше нічого у них насправді не залишилося. Це перша складова перемоги. І друга, так обов'язково буде. Нафтове ембарго оформлене. Можливо, не в такому вигляді, як ми би всі хотіли побачити, але у межах до 2 років 92% їхнього нафтогазового потоку в доларах буде обмежено. Маємо розуміти, що це головний фінансовий ресурс імперії. Коли ці два чинники між собою складуться, внутрішній обвал Росії неминучий. Чи буде дефрагментація? Ну, ми би всі цього дуже хотіли, бо, на мій погляд, ми по-справжньому видихнемо тільки тоді, коли вони розпадуться. Але скажу так, десь може в частині як геополітик, рішення на пониження геополітичного статусу Росії є присутні. Їх прибирають як третього гравця світової шахівниці, а однак рішення на їхню дефрагментацію немає. Чому? Бо якщо не різко дефрагментується, є так званий порожній Сибір, де 40% усіх світових ресурсів від лісу, газу, нафти, золота, лінійка дуже довго, може різко віддрейфувати до нового гегемона, принаймні так він себе почуває, це Китай. Тому складна комбінація, але тим не менше, формула нашого виживання дуже проста. Треба вчитися жити у стані постійної мілітарної загроженості і нескінченно піднімати рівень боєздатності нашої армії. Все. Два практических вопроса на одну тему. Мы знаем о том преимуществе России в небе, вернее, возможности обстреливать нас с дальних расстояний. И вот два вопроса на тему противовоздушной обороны. Недавно появилась информация с таким лозунгом о том, что вооруженные силы рассматривают возможность модернизации системы ПВО по всей территории Украины по примеру винницкого ноу-хау. Вам что-нибудь известно об этом? На жаль, не готовий прокоментувати, щиро не знаю. Окей. И второй вопрос. Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол». Об этом заявил журналистам украинский посол в Израиле Евгений Корнейчук. Он заявил, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен железный купол, это позволит нам спасти наших мирных женщин и детей от российских ракет, заявил Корнейчук. Вот как вы оцениваете такую перспективу? Ну, во-первых, возможно ли это, учитывая позицию Израиля? А во-вторых, нужен ли нам действительно этот железный купол? Будет ли он эффективен в наших условиях? Ні, не буде. Він нам не потрібний. Поясню чому. Це вкрай специфічна особлива система, оця ППО, яка розрахована на кустарні ракети, наголошую на це. На самовиготовлені ракети, котрі запускаються по Ізраїлю із сектора Газа або з Палестини. От саме на це вона розрахована. Американці свого часу провели експеримент, закупили одну систему і не змогли її інтегрувати у свою на основі їхніх систем ППО. У них дві головні системи – це система ТЕД і це система Патріот. Вони цього зробити не змогли. Це по великому рахунку, що вони перебувають в одному технологічному руслі. То як цю систему, котра наперед передбачена для збивання кустарних ракет, інтегрувати у нашу систему,
Давайте ми чесно скажемо собі, що наше ППО це все ж таки є відгалуження Радянського Союзу. Хай навіть ті системи, котрі ми отримали від Заходу, а ми їх отримали, хай вони були добре модернізовані і десь наближені до параметрів НАТО, це все рівно радянська система. ППО – це не одна машина, це комплекс машин, це мережа. І інтегрувати цей залізний купол у цю мережу, на мій погляд, є неможливим, і це цілком абсурдне рішення, яке б я навіть далі не обговорював. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо. До свидания. Петро Черных, военный эксперт, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. И прежде чем представить нашего следующего гостя, я вам напомню о нашем YouTube-канале, на который вы всегда можете подписаться. Если уже подписались, то ставьте лайк и делитесь нашей трансляцией в соцсетях, чтобы наш эфир смогло увидеть как можно большее количество людей, особенно жителей оккупированного Крыма, наших основных зрителей. Еще одна из сегодняшних новостей. Украина не примет никаких альтернатив, кроме как получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. И не видит других рациональных аргументов, возможно, скептически настроенных странах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге сегодня, в среду, в Киеве. Вот об этом мы бы поговорили с нашим экспертом Андреем Вигеринским, если он уже с нами на связи. Андрей? Вы Да, меня... я тут. Да. Здравствуйте, Андрей. Давайте вот обговорим сегодняшнюю тему. Ее поднял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он говорит, что Украине не нужны никакие другие альтернативы, кроме как статуса кандидата в ЕС. Президент Польши Дуда поехал в турне, с таким промо-турне, мотивируя другие страны поддержать нашу инициативу. Вот как вы оцениваете перспективы, что мы этот статус получим? А это уже, я так понимаю, речь идет о 20-х числах этого месяца. Ну, вы знаете, я на самом деле не готов вам сказать, что чувствую со стороны Европейского Союза и всех стран-участниц консолидированное согласие на предоставление статуса кандидата Украине. Европарламент хоть и проголосовал за соответствующее решение и якобы поддержал, но вопрос решает не Европарламент. Вопрос решает все-таки Еврокомиссия. И пока, исходя из того, что озвучивали в свое время и представители Нидерландов, что озвучивали в свое время и представители Франции, я не вижу стремления их поддержать Украину в направлении кандидатства. Хочу ошибаться, на самом деле. А в чем причина? Если Кулеба говорит о том, что нам не нужен другой статус, он скорее говорит не о статусе. Статус на пути к членству, он предусмотрен по алгоритмам принятия. И кандидатство – это как раз один из тех статусов, который необходим. Он имеет, скорее всего, другие альтернативные союзы в виду, которые озвучивали нам как альтернативу. Либо члены европейского сообщества, либо какой-то особый путь. Но надо понимать, что и сообщество, и особый путь – это что-то доселе неизвестное и индивидуальное, и отнюдь не путь в направлении Европейского Союза. А в чем причина? Почему не все готовы поддержать нас? Вы знаете, я сегодня имел удовольствие слушать господина Наталуху. Господин Наталуха один из немногих депутатов от «Слух народа», которого, в принципе, стоит слушать, и он, в принципе, озвучивает содержательные и прагматичные вещи. Он вернулся с Давосского форума, и, допустим, речь шла о том, почему отдельные страны Европейского Союза не хотят видеть Украину в составе Европейского Союза в том числе. Потому что мы бездонная бочка проблем, и по результату войны, по окончанию войны. И плюс мы бездонная бочка расходов, которые нужно будет нести Европейскому Союзу и каждому отдельному государству Европейского Союза для восстановления Украины, это раз, и для, скажем так, воссоздания ее примерно хотя бы немного похожих стандартах, которые свойственны странам Европейского Союза. Они об этом говорили, собственно говоря, прямо. Можно это процитировать, исходя из суммы финансирования, которая необходима Украине. Можно будет оценить эту историю с точки зрения социальной проблематики, которая будет существовать в Украине.
после завершения войны. И, собственно говоря, он об этом говорит довольно-таки открыто. И мне кажется, что для прагматических европейцев благосостояние их народов, благосостояние их населения и избирателей, оно превалирует над интересами украинцев, которые, конечно, европейцы нам соболезнуют, но в то же время они не готовы жертвовать своими интересами, скажем так, на пользу Украины. Все упирается в деньги. То есть тут не надо искать каких-то невозможных, знаете, конспирологических теорий. Можно говорить отдельно о роли Венгрии. Можно говорить отдельно о роли тех государств, которые близки или имеют связи с Российской Федерацией. Но, скажем так, тут не о позиции Венгрии речь идет. Допустим, та же Италия, та же Греция, та же Германия, та же Франция, они скорее упираются в материальный аспект. Материальный аспект, который связан с тем, какую роль и какую функцию, допустим, будет играть Украина в Европейском Союзе. Какие цепочки поставок или трудовых ресурсов будут размещаться в Украине. То есть какой прок от Украины в Европейском Союзе, если проще говорить. Я не хочу ни в коем случае огорчать наших зрителей, просто и будет прекрасно, если в конце июня мы получим решение предоставления статуса кандидата, а после этого, после предоставления статуса кандидата, нам предстоит, как и Турции, пройти оценку Европейской комиссии на предмет соответствия высоким стандартам по 34, кажется, блокам, каждый из которых это отдельный отчет, где-то верховенство права, где-то стабильность институций, где-то стабильность экономических связей, где-то открытость экономики, где-то это будет отдельный блок, который касается борьбы с коррупцией. В Турции до сих пор проходит. Причем она не проходит как раз по критериям, которые относятся к политической системе и обеспечению прав и свобод, не столько по экономике. И поэтому, знаете, статус кандидатства как символизм, да, я согласен, он, наверное, так в том-то и дело. соответствовать. Он же дорого не стоит, по большому счету. Вот абсолютно верно. Это знак солидарности, а быть кандидатом на вступление в ЕС можно еще очень много лет. Можно и не вступить. А Европа уже платит миллиарды, поддерживая нас. И планирует помогать нам развивать восстанавливать нашу инфраструктуру после войны. То есть деньги все равно планируется тратить. Видите, я не хочу, чтобы наш с вами диалог походил на диалог оппонентов, потому что мы с вами живем в Украине и желаем Украине исключительно хорошего. Да? То есть моя позиция исходит из, скажем так, из оценки настроений внутри Европейского Союза. То есть то, что они помогают нам с точки зрения милитарной помощи, да, они могли бы больше. То есть больше нам помогает Польша. Польша помогает в силу того, что у нее есть определенные прагматичные интересы, связанные с тем, что она следующая страна после Украины, которая непосредственно будет иметь близость с Российской Федерацией. Она беспокоится о своей безопасности. Если мы говорим с вами о помощи Франции и Германии, то сумма военной помощи, которую они нам предоставили, по Франции, я помню, точно показатели прошлой недели, это 120 миллионов евро. Это небольшие деньги. Если мы говорим о траншах, которые проводятся через международные институции, но они поддерживают макроэкономический баланс нашего бюджета, но в то же время они не идут ни в какое сравнение с той суммой, которую нужно потратить в Украине для ее восстановления, а самое главное – понять, что восстанавливать и зачем. То есть, опять же, это вопрос не то чтобы философский, он экзистенциальный. Какое место Украина будет играть в Европейском Союзе? И европейцы не могут ответить себе на этот вопрос. Это не вопрос того, что я ее не знаю, этого ответа, или вы не знаете. Они не понимают, каким образом встраивать Украину, допустим, в свои экономические цепочки. Давайте по-простому. Вся территория Украины – это железнодорожные пути советского образца. Для того, чтобы полностью перенастроить логистику и чтобы украинская система логистики соответствовала европейской, нужно пересылать колею. Но это огромные инвестиции. Возможно, эти инвестиции в, допустим, полностью государственную украинскую железницу? Наверное, нет. Наверное, должен зайти корпоративный сектор. Зайдет ли корпоративный сектор в страну, которая пострадала после войны с Российской Федерацией, не будучи уверенным в системе безопасности этой страны, как на уровне норм, скажем так, материального права, так и на уровне безопасности в силу того, что на Востоке находится агрессор?
Я думаю, на самом деле нет. Ну, поэтому слишком много вопросов и слишком много, скажем, непонимания с точки зрения Европейского Союза того, что Украина принесет с собой в Европейский Союз. Но я бы не стал отчаиваться на этот счет, потому что идея союза, который предлагает, допустим, Великобритания, Польша, ну, совместно с Турцией и, возможно, странами Балтии, да, то есть с Литвой, Латвией, Эстонией, он имеет неплохие перспективы как в военном плане, так и в политико-экономическом для нашей страны. Но, опять же таки, любой союз и любая роль Украины в этом союзе, она будет определяться исключительно после завершения войны на территории Украины. До этого момента, ну, это все не более чем разговор. Сегодня очень много было новостей из Турции, где прошла встреча министра иностранных дел России с министром иностранных дел Турции. И несколько тем оттуда, связанных с зерном и с переговорами. Вот давайте вот о переговорах. Песков заявил, что встречи Путина и Зеленского сейчас невозможно подготовить, потому что якобы наша сторона, Украина, я имею в виду, сама вышла из переговорного трека, и сейчас встречу на верхах нельзя организовать. А вот министр иностранных дел Турции заявил, что перспективы этой встречи есть, и можно ожидать, что она в какой-то там степени будет. Турция готова предоставить площадку для этих переговоров. Вот как вы прогнозируете, возможны ли эти переговоры, нужны ли они сейчас, будут ли они? Ну, переговоры нужны в любом случае, и сейчас или завтра или вчера они так или иначе происходят, просто уровень вопросов разный. Вот, если стороны обмениваются телами убитых военнослужащих, наверное, они же проходят через стадию переговоров, да, то есть по гуманитарным вопросам или вопросам обмена военнопленными стороны переговариваются. Но если мы берем с вами уровень диалога, связан с прекращением войны, ну, я не вижу перспектив диалога конкретно, ну, вот в этот период времени, сейчас или в ближайших несколько месяцев. Объясню, ну, наверное, попытаюсь просто это объяснить. Любые переговоры по поводу прекращения и завершения войны, они включают в себя первый пункт – это прекращение огня. Прекращение огня нуждается в определении позиций, на которых происходит прекращение огня. Можем ли мы сегодня вести диалог о том, что мы выступаем за переговоры о немедленном прекращении огня, если у нас часть Херсонской области, часть Запорожской области, часть Харьковской области оккупирована? До 23 февраля оккупированы они не были. Эта часть территории отрезает Украину от транспортных путей Черного, Азовского моря. Это территория, на которой Россия осуществляет действия, которые носят признаки геноцида. Почему? Потому что обязательная паспортизация, выселение, плюс, скажем так, передача детей в семьи на территории самой Российской Федерации. То есть есть целая совокупность признаков, которые говорят о том, что в принципе совершаются действия, похожие на преступление геноцида. Можем ли мы на таких условиях при текущем положении российских войск, оккупационных войск на территории Украины вести переговоры о прекращении огня на позициях, которые занимают сегодня стороны? Нет. Отойдет ли Российская Федерация от своих позиций? Исходя из того, как они начинают экспортировать с Украины зерно, воруя его из Запорожской области, из Херсонской области, если оценивать ситуацию, связанную с паспортизацией населения, оценивать ситуацию, связанную с захватом территории на территории Луганской и Донецкой области, которые продвижение войск происходит с переменным успехом, к счастью, украинские вооруженные силы, они противодействуют Российской Федерации, ну и на некоторых направлениях довольно-таки успешны. Можем ли мы позволить в этот конкретный период времени зафиксировать какой-то статус-кво на позициях, которые занимают сейчас стороны? Мне кажется, нет. Просто потому, что сегодняшняя позиция Украины, если смотреть исключительно на географию военных сражений, она является позицией проигрывающей стороны. Мы не можем себе этого позволить. Ну и более того, я уверен в том, что переговоры с Россией конкретно сегодня, когда она не выполнила для себя тот план, минимум, который поставила, а минимум это
по крайней мере, как говорят их официальные лица, это выход на границы Луганской и Донецкой области в пределах, которыми они признали якобы Луганскую и Донецкую народные республики. Они тоже не будут прекращать огонь. Соответственно, и Украина, и Россия, исходя из ситуации на фронте, на сегодня не могут прийти априори к какому-то соглашению в части, которая, допустим, касалась бы прекращения огня и последующего прекращения военных действий на территории Украины и завершения этой войны. То, что говорит Турция, это ее геополитическая роль, которую она пытается играть. Она играет ее довольно-таки умело, но роль посредника. Того посредника, который не принимает политику Европейского Союза и не применяет санкции по отношению к Российской Федерации. Той страны и того посредника, который одновременно поставляет отдельные элементы вооружения Украины. Той страны, которая во имя этого, скажем так, опираясь на статус нейтральный, условно нейтральный в этом конфликте, хотя она поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, имеет возможность оперировать понятием доверия в отношениях с Россией и с Киевом в вопросах обеспечения, допустим, поставки продовольствия, то есть выгрузки того же зерна. Потому что и украинская сторона, с устами господина Кулеба, говорит, что мы доверяем вооруженным силам Турецкой республики, и Россия говорит о том, что Турции они доверяют. Поэтому Турция говорит, что мы видим, что вероятнее всего стороны готовы принимать участие в переговорах, и мы готовы предоставить эту площадку. Но, как мы с вами говорили немножко выше, готовность вообще проводить переговоры и готовность проводить их на площадке, которую предоставит Анкара, будь это Стамбул или любой другой город в Турции, это отнюдь не значит, что эти переговоры будут успешными, либо что они могут быть успешными для этих сторон. Поэтому каждый из высоких представителей Турции и менее высоких или низких представителей Российской Федерации высказал ровно ту позицию, которая олицетворяет позицию его государства конкретно в этом случае. Благодарю вас, Андрей, за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо большое. Спасибо вам. Андрей Вигеринский, юрист и политический аналитик, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Я по-прежнему напоминаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал. Если уже подписались, поставить лайк. Поделиться нашей трансляцией, чтобы как можно больше людей смогли ее увидеть, особенно наших зрителей в оккупированном Крыму. По возможности поддержите нашу работу на Patreon. И вы всегда можете еще и позвонить к нам в студию. Сейчас вы видите телефоны на своих экранах для того, чтобы задать вопрос или нашему спикеру, или высказать свое мнение по ситуации, которая у нас происходит. А я представляю нашего следующего гостя. Это Леонид Косенчук, эксперт рынка нефтепродуктов. Он с нами на связи, я надеюсь. Пока сейчас эту связь мы налаживаем, в дополнение к разговору с Андреем Вигеринским, на переговорах российского министра иностранных дел с турецким шла речь о зерне, украинском зерне, которое заблокировано в наших портах и не может выйти из-за того, что существует реальная угроза, что Россия воспользуется этим коридором и нападет. Наша страна настаивает на том, чтобы эти конвои сопровождались, наш груз сопровождался военными конвоями и происходил под эгидой ООН. И маленький аспект, который появился после этих переговоров, Турция считает законными и оправданными требования убрать препятствия российскому экспорту в обмен на украинский экспорт зерна и подсолнечника. Такой момент, о котором мы будем сегодня тоже в нашем эфире говорить. А уже с нами на связи Леонид Косенчук, эксперт рынка по нефтепродуктам. Он с нами на связи. Здравствуйте. Да, добрый день. Для того, чтобы понять эффект от нефтяного эмбарго, хочется с вами поговорить и представить, собственно, его последствия. Есть разные оценки. Кто его называет, этот шестой пакет, дырявым,
где Россия может увиливать его, проходить, обходить, точнее, смешивать где-то нефть свою там с чужой, и тогда это уже будет не российская. Возможно ли это физически? Собственно, увеличивать где-то объемы продажи в Азии, на Востоке. Вот как вы оцениваете это эмбарго? Ну, эмбарго дело хорошее на самом деле, но в том виде, в котором оно вошло в 6-й пакет, благодаря таким деятелям, как правителям Венгрии там, и другим странам, ну, трубная нефть туда не вошла. Хотя, с другой стороны, около 75% своей нефти Россия отправляет в море. Вот на морскую нефть как раз и есть, эти санкции распространяются. Но, что интересно, уже мы читаем в средствах массовой информации, что некоторые российские деятели переливают из своих танкеров прямо в океане на другие танкеры, других флотов, возможно, либерийским флагом, еще какими-то. И таким образом нефть меняет свое происхождение. Ну, путем переписывания коносамента. Но насколько будут эффективные меры по выявлению таких моментов и аресту таких нефтесудов, ну, покажет время. Пока что мы понимаем, что даже с этими санкциями, ну, по оценкам международных экспертов, Россия все же в год только на нефти более 180 миллиардов долларов заработает, а если вместе с газом, то от 260 до 320 миллиардов, что, в общем-то, суммы для Украины, ну, совершенно даже, ну, необъятные. Поэтому сказать, что нефтяное эмбарго там больно ударит там, или будет катастрофой для России, я так не думаю на самом деле. В совокупности с остальными санкциями, ну да, это ничего хорошего Россия это не принесет, но мне кажется, что мы должны радоваться не столько, сколько будет плохо России, сколько будет, как будет нам в этой ситуации. А как будет нам в этой ситуации? Но никак не будет. Может быть, на головы наших солдат будет меньше падать железо. Вот. Может быть, меньше будет техники противостоять нашим вооруженным силам. Что касается остальных моментов, то, ну, возможно, и не только для Украины, для всей Европы цена будет иметь определенную волатильность. На нефть имеется в виду. Ну, а коль скоро на нефть, то по течению там 40-45 дней это будет отражаться и на бирже нефтепродуктов. Вот как быть в этой ситуации Европе, ну и нам заодно, потому что понятно, что не отказываются полностью от российских углеводородов, потому что без них сейчас никуда. Но вот есть перспективы, говорят, что можно там увеличить объемы добычи нефти в Саудовской Аравии, там в Венесуэле США там разрешили что-то продавать. Когда в перспективе можно будет заменить по объемам российскую нефть, и приведет ли увеличение объема добычи к снижению цены? Но насколько мне известно, то в течение года Европа хочет на 90% отказаться от российских углеводородов. Но вместе с тем, и мы понимаем, и Европа это понимает, что перестройка логистики таких энергоресурсов, ну, это самое малое 550 миллиардов долларов обойдется Европе. Готовы ли они платить такую цену? И готовы ли на эту сумму уменьшить благосостояние своих граждан, время покажет. Но мы помним, что одним из факторов развала Советского Союза это была низкая цена нефти. И тогда этого удалось добиться. Начиная с конца 70-х, да, когда были введены санкции против Советского Союза из-за вторжения в Афганистан,
российская, советская тогда экономика теряла доходов в свой бюджет. Ну и через 10 лет, грубо говоря, ее экономика рухнула полностью Советского Союза. Вот есть ли перспективы или возможности, условия в мире создать такие же обстоятельства и сделать невыгодным экспорт российских углеводородов? Ну, честно говоря, меня бы такое обстоятельство сильно порадовало на самом деле, но вместе с тем я и не склонен преувеличивать значение доходов от нефтегазового сектора в бюджет Российской Федерации. По моим сведениям, это чуть больше 30% на самом деле. То есть это больно, это ощутимо, но это не катастрофически. Что же, если не нефть и газ основной источник российского бюджета? А я сказал, что в совокупности это технологии, это сельское хозяйство, это все в совокупности может дать свой эффект. А пораздельно это, ну, мы же понимаем, вот я уже сказал, что на сегодня эти урезанные санкции вот, в шестом пакете относительно нефти, да, вот, ну, они успешно преодолеваются. Во-первых, Индия говорит о том, что они увеличивают там чуть ли не вдвое. Во-вторых, Китай и Индия покупают по существенным дисконтам это все. И вот за счет этого я думаю, что если добыча нефти и сократится в России, то не очень существенно. Ну ведь на остальное это есть консенсус европейский на поставку из России других товаров, на поставку товаров в Россию. По-моему, что-то у нас со связью. Ну, немножечко, да, интернет подтормаживает, но так, в принципе, работает, все нормально. Вот прокомментируйте новость, которая появилась, вот, может быть, сегодня, о том, что якобы Европа разделилась. 9 компаний отказались платить России за газ рублями. Не расслышал. Не слышите меня? Как, вы меня слышите сейчас? Вот сейчас, да. Какая новость? О том, что Европа якобы разделилась. 9 компаний европейских отказались платить за газ в рублях, а 13 согласились. Вот насколько корректно можно говорить о том, что, во-первых, Европа платит в рублях, и действительно ли есть такое вот разделение? Нет консенсуса. Ну, как показали последние события, с начала войны, то и Европейский Союз, и ООН, вот структура и процедура принятия решений требуют ревизии и требует усовершенствования. Потому что, ну вот, к примеру, Венгрия, Чехия, Словакия зависят от российской нефти, альтернативы у них нет. Да, они как бы не имеют выхода в море, в порты. Ну, там серьезные проблемы могут возникнуть с энергоснабжением, особенно в зимний период. И, собственно говоря, некоторые страны идут на расчеты в рублях, некоторые отказались, и Россия сама заблокировала им поставку нефти. Ну, это именно там скандинавские страны. Вот. То есть там действительно единства нет, потому что Европа на самом деле это состоит из отдельных государств со своими экономиками, со своими проблемами и со своими предпочтениями электората. Ну вот есть информация о том, что отказались платить. Но я бы не называл, правда, это платить в рублях, потому что, допустим, если там Россия выбрала уполномоченный там Газпромбанк, куда все равно европейцы перечисляют деньги в евро. А то, что там их Россия конвертирует в рубли, ну это просто такой, мне кажется, политический финт, придуманный Россией. Но тем не менее, отказались платить даже по такой схеме компании в Польше, Болгарии, Финляндии, в Нидерландах, в Литве, Эстонии и Латвии. Вот эти страны где будут теперь приобретать газ?
Ну, во-первых, эти страны имеют альтернативные пути снабжения углеводородом. Более того, вот своей позицией жесткой они продемонстрировали свое отношение к России, и они четко понимают, что, скорее всего, они будут на очереди, если, не дай бог, в Украине Россия поимеет какой-то успех. И финты, между прочим, там не только от России мы видим. Некоторые деятели Запада, европейского Запада, говорят, что лучше заплатим мы меньше, чем они больше заработают в другом месте. Ну, вот даже такие есть мнения. То есть не всегда даже политики могут видеть дальше немножко, чем, скажем так, наполнение холодильника собственных граждан для электорального предпочтения на следующих выборах. То есть они понимают, что вот эти заявления деятелей Госдумы, что мы там пройдем сапогом по Европе, но они, в общем-то, не только измышления не совсем здоровых психически людей, а это, в общем-то, где-то политика России. И последний вопрос, у нас остается буквально 2 минуты. Вот, собственно, Украине чего ждать в отопительный сезон? Собственно, когда мы там изучаем зависимость Европы от нефти и газа, мы в какой ситуации сейчас оказываемся? Пропадает связь, к сожалению. Я говорю, что у нас не услышал. до конца эфира остается буквально 2 минуты, но хочется все-таки узнать, что ждет Украину в отопительный сезон. Мы изучаем ситуацию в Европе, как они будут без нефти и газа, если будут от нее отказываться, могут или не могут. Нас что ждет? Какие-то враги сидят на линии и не дают нам нормально пообщаться. Да, к сожалению. Вы не услышали, да, вопрос? Нет, последний вопрос не услышал. Что ждет Украину в отопительный сезон? Как нам быть в этой ситуации? Ну, смотрите, нас ждет очень непростой период. Мы не должны забывать, что на улице идет война, причем война очень жестокая, с очень жестоким, беспредельным, беспринципным врагом. И все связи порушены, логистические, энергетические, и чем это все еще закончится, мы толком не знаем. А то, как мы будем переходить в зимний период, будет зависеть в том числе и от того, как правильно сработают наши главы, скажем, соответствующих государственных органов, которые за этот процесс отвечают. Там Минэкономики, Минэнерго, Минтопэнерго, вот, вообще Кабмин, да, что они поставят во главу угла и как они этот вопрос будут решать. Потому что ГТС на самом деле очень такая, знаете, вразливая система на самом деле. Она связана с Россией. Если там прекратят поставки газа, ну как будет работать ГТС по гидравлике, я что-то не очень понимаю. И это может быть очень большой проблемой в Украине. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Спасибо большое. Леонид Косинчук, эксперт рынка нефтепродуктов, был с нами на связи. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей «Заман». Не переключайте.